Здравствуйте, меня зовут Иванова Оксана, я ученица Покровской школы номер 2. Актуальность работы «Литературное путешествие с героями главы 4 по реке» очерка Владимира Галактионовича Короленко «Государевы ямщики» заключается в том, что биографический факт, запечатленный в творческом наследии писателя, не исследован и нуждается в популяризации в целях формирования и познавательного интереса к истории родного края, личности и творчества писателя-гуманиста и укрепления культурной связи поколений. Новизна. Недостаточно изучен исторический материал о пребывании Короленко на территории нашего района, его творчество, в котором создан образ нашей Родины. Практическая значимость. Работа является исторической, литературоведческой, документальной основой для создания фильма, туристического маршрута, туристического блога или страницы сайта. Литературная карта содержит емкий методический потенциал. Цель – составить литературную карту, связанную с пребыванием Короленко на территории Хангаласского улуса, нашедшим отражение в главе по реке очерка «Государевы ямщики». Задачи – изучить 4 главу очерка Короленко, обратить внимание на описание местности, проследить за ходом путешествия, воочию представив маршрут, описанный в произведении и в записных книжках писателя, попытаться определить предполагаемые места пребывания Короленко на территории Хангаласского улуса, исследуя элементы художественного текста главы по реке. Объект исследования – глава 4 по реке, очерка Короленко, «Государевы ямщики». Предмет исследования – описание маршрута следования писателя. Теоретико-методологическую базу исследований составили труды ученых и свидетельства современников. Соколов Анатолий Дмитриевич по следам государевых ямщиков, Алексеев Петр Семенович по сибирским рекам, плавание по лени. Методы исследований. Изучение литературы и других источников информации по данной теме. Сравнительно-сопоставительный анализ текстов и эксперимент. Гипотеза. В главе 4 по реке изображен отрезок пути, соответствующий расстоянию от села Титары до местности Батамай Хангаласского района, проделанный Владимиром Галактионовичем Короленко при возвращении из Амкинской ссылки по маршруту Якутск-Иркутск в период от 23 сентября до 24 октября 1883 года. Маршрут путешествия, описанный в очерке, совпадает с данными записных книжек писателя и предполагает пересечение основного русла реки дважды. Затраты времени в пути связаны с особенностями маршрута, погодными условиями и человеческими возможностями. Выводы. Упоминаемые природные ориентиры и топонимы, представленные в главе по реке, совпадают с географическими особенностями маршрута от села Титары до местности Батамай, расстояние между которыми равно 24 километрам. Обстоятельства и детали характеризуют особенности быта ямщиков, демонстрируют физические качества, способности и черты личности людей в суровых природных условиях. Переход на фарватер имел место и связан с судоходными возможностями русла реки. Разница до 20 верст могла сложиться вследствие того, что маршрут включал переход на фарватер и обратно. Путь, который проделали герои очерка «Государевы ямщики» в главе по реке, по затраченному времени соответствует примерно 20-22 часам. Итак, исследование выявило, куда и по какому маршруту перемещаются герои главы по реке, каково время в пути, каковы особенности этого путешествия и с чем они связаны. Таким образом, гипотеза нашла подтверждение. Спасибо за внимание.